В этом году Академии наук Чеченской Республики 30 лет. Знаменательная дата, которая позволяет подвести итоги прошлого, выделить результаты настоящего и наметить планы на будущее. Это большая работа по научной и исследовательской деятельности практически во всех направлениях жизни общества. Впервые Академия наук на страницах нашей истории появилась в 1992 году. В начале 90-х в нашей стране произошли события, которые привели к глобальному кризису в системе власти, вплоть до ее смены, и которые, в свою очередь, коснулись таких сфер человеческой деятельности, начиная от экономики страны и заканчивая наукой. В стране начались реформы. Переход от плановой экономики на рыночную, с последовавшим вслед за этим дефицитом финансирования, привели к существенному сокращению научного потенциала страны. Начался массовый исход из России научных кадров. Многие научно-исследовательские институты России, в том числе Чеченской Республики, остались без своих ученых. В сложившейся ситуации необходимо было сохранить имеющийся на тот момент потенциал и сплотить оставшиеся научные силы воедино. В Чеченской Республике эта задача была возложена на Академию наук, первым руководителем которой стал академик Хамзат Ибрагимов. В первоначальный состав Академии вошли такие известные в республике и за ее пределами ученые, как Султан Айсханов, Джабраил Гакаев, Мухтар Магомадов, Вахид Межидов, Каты Чокаев, Вахид Акаев, Анатолий Галушко и многие другие яркие исследователи. Создание Академии наук Чеченской Республики явилось исторически важным событием в жизни не только нашего региона, но и всего Северного Кавказа в целом. Академия наук была призвана стать и стала координирующим и направляющим научным центром по реализации фундаментальных и приоритетных прикладных исследований. В 1994 году на ее базе открылась лаборатория прогрессивных технологий физики. В том же году вышел в свет и первый номер «Вестник Академии наук Чеченской Республики». Однако военные события нанесли ей невосполнимый урон. В 1995 году было полностью уничтожено ее здание. Сгорели архивные материалы, библиотека, большинство рабочих документов. Выделяемых средств хватало лишь на поддержание аппарата управления Академией. Ее работникам приходилось ютиться в разных помещениях. Так, в 1995 году им пришлось разместиться в здании промавтоматики, а через 2 года переехать в учреждение геофизических исследований. Свою работу ее коллектив начинал практически с нуля. С началом второй военной кампании частично восстановленная Академия вновь была превращена в руины. История ее возрождения и становления неразрывно связана с именем выдающейся личности в судьбе чеченского народа, первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. И лишь благодаря ему она обрела возможность писать свою яркую и плодотворную историю. В этом году Академия Чеченской Республики будет отмечать 30 лет со дня своего, хочется сказать, основания, но я скажу рождения, потому что это правда было рождение, потому что до этого у нас, наша республика, наш народ не знал Академии, и вот, наконец, она появилась. Появилась она в непростое время, и вот через тернии попыток сепаратистов выделить Чеченскую Республику из состава России, когда вакханалия мирового террора пыталась водворить наш народ, так сказать, в огненно-кровавое месиво хаоса, благодаря великому Ахмату Хаджи, который вышел буквально из самых глубоких недр чеченского народа, который как феноменальное явление, как знамя нашего народа воссиял спасительным светом над Чеченской Республикой, он придал громаднейшее значение знанию. Сразу после своего назначения главой Временной администрации региона распоряжением от 10 мая 2000 года Ахмат Хаджи Кадыров принял решение о восстановлении Академии наук как государственного научного учреждения. Сегодня это успешный и научный координационный центр Чеченской Республики. Академия наук наладила сотрудничество с ведущими научными центрами России и стран СНГ. Кроме того, региональная академия является учредителем сразу 3 научных изданий. Это научно-аналитический журнал «Вестник Академии наук Чеченской Республики», единственный научно-образовательный журнал «Таллам» на чеченском языке, научно-технический журнал «Грозненский естественно-научный журнал «Бюллетень». Также сегодня в структуру Академии наук входят 3 института: Центр проблем материаловедения, Институт гуманитарных исследований и Институт природных ресурсов. За последние годы изданы сотни научных трудов Академии.
Это 10 томов серии «Духовное наследие народов Чеченской Республики», 8 томов чеченского фольклора, 2 тома четырехтомной истории Чечни, 1 том трехтомной грамматики чеченского языка, 12 томов по современным проблемам геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа и сборник научных трудов. Академия наук Чеченской Республики также эффективно выполняет задания правительственной комиссии по вопросам истории чеченского народа, а также поиска документированных сведений о роли чеченского общества и его наиболее ярких представителей в историческом процессе. Важное внимание развитию науки отводит и нынешнее руководство региона во главе с Рамзаном Кадыровым. Благодаря его поддержке в республике созданы все необходимые условия для развития просвещения и работы Академии наук Чеченской Республики, которую сегодня возглавляет Умаров Джамбулат Вахитович. Несомненно одно – благодаря заботе и вниманию руководства региона Академия наук превратилась в крупнейший научный центр, а результаты работы его сотрудников издаются во многих странах мира, внося огромный вклад не только в научное сообщество страны, но и мира. Академия наук Чеченской Республики, которая отметила в этом году 30-летний свой юбилей, является ведущим научным учреждением нашей республики. В структуре Академии наук 3 основных подразделения. Это Институт гуманитарных исследований, Институт природных ресурсов и Центр проблем материаловедения. В составе Академии наук работают десятки докторов и кандидатов наук. Ведут исследования по фундаментальным и прикладным проблемам науки. Основная задача ученых – опубликовать свои материалы, и наши ученые их публикуют в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Академия наук сама является учредителем 3 журналов, которые публикуют результаты исследований ученых нашей республики и других регионов. Среди них Вестник Академии наук Чеченской Республики, который публикует статьи по 3 отраслям. Это физико-математические науки, исторические науки и археология, филологические науки. Второй журнал – это Гродненский естественно-научный бюллетень, который публикует также по 3 отраслям. Это науки о земле, экология и биология и энергетика. Причем оба этих журнала входят в перечень журналов, утвержденных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации для опубликования материалов кандидатских и докторских диссертаций. Академия наук также издает журнал «Талам». Это единственный журнал, в котором публикуются научные статьи на чеченском языке. Институт гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики работает над следующими важными направлениями фундаментальных и других исследований. Это история чеченского народа с древнейших времен до наших дней, история взаимоотношений чеченского народа и народу в России, складывание военно-политического союза России и Чечни, вопросы, связанные с изучением истории языка, языкознания, вопросы этногенеза чеченского народа, этнологии чеченского народа. Есть проекты очень интересные, важные, которые показывают многолетнюю историю взаимоотношений между русским и чеченским народом, взаимоотношения, складывания их союза от союза к государственному единству. Есть очень важные проекты, над которыми работает Институт гуманитарных исследований. Это проекты, связанные с современным состоянием нашего общества и дальнейшее его развитие. Очень хотелось бы отметить вопросы, которые разрабатывает Институт гуманитарных исследований. Это практические вопросы, связанные с эволюцией новых взглядов, эволюция политического союза. Это история Великой Отечественной войны, участие чеченского народа в Великой Отечественной войне. Это фольклор чеченского народа, это духовное наследие чеченского народа. Эти вопросы, которые являются краеугольными для культуры, истории народов Чеченской Республики. Мы, как прекрасно понимаем, что на территории Чеченской Республики проживают свыше 80
народов и народностей, и поэтому мы хотим показывать менталитет этих народов, взаимодействие между народами Чеченской Республики. Это нам удается. Ну и, естественно, мы в первую голову доносим наши исследования до наших зрителей, до наших читателей. Здесь мы работаем в 4 направлениях. Первое направление – это монографические исследования, публикация этих монографических исследований. Второе направление – это сборники научных трудов, это проведение значимых, очень важных научных конференций, как всероссийского масштаба, так и международного масштаба. Вот таких конференций можно отметить в 2018 году Первый Нахский конгресс, который получил очень хороший отзыв в России и за ее пределами. Буквально в этом году, в октябре месяце, Академия наук и Институт гуманитарных исследований провел важную конференцию, связанную с урито-уральскими связями. Эта конференция также получила очень большой резонанс. Это второе направление. Третье направление – это публикация сборников документов. В связи с тем, что в последние годы были утеряны большинство наших архивов, документальных источников, наши научные сотрудники работают во многих архивохранилищах, библиотеках нашей страны и ближнего зарубежья, и мы после того, как проработаем эти документы, мы публикуем эти документы. И третье направление, очень важное направление, это публикация отдельно научных трудов наших именитых докторов, кандидатов наук, академиков Академии наук Чеченской Республики, членов-корреспондентов Академии. И здесь нам важно отметить фундаментальные исследования, которые проводит Институт гуманитарных исследований. Среди них у нас такие важные фундаментальные исследования, как история Чеченской Республики с древнейших времен до наших дней. Это 4-томное исследование. 2 тома этих исследований, они вышли. 2-й, 3-й том. По мере подготовки мы опубликуем. Следующее такое фундаментальное направление, над которым мы работаем, это фольклор чеченского народа. 9 томов опубликовано. Следующее направление – это духовное наследие народов Чеченской Республики. Я подчеркиваю, здесь мы опубликовали 10 томов. И важное направление в деятельности нашего института – это грамматика чеченского языка в 3 томах. Первый том вышел в 2013 году. 3 автора было у этого тома: Халидов Муса Идрисович, Тимаев Тиджахаевич, Аухадов Муса Рукманович. 2-й том, он уже готов, находится в типографии. Этот том написал сам Халидов Айса Идрисович. И 3-й том мы предусматриваем. Вот такие направления работы, деятельности Института гуманитарных исследований. Хотелось бы подчеркнуть, начиная с 2018 года Институт гуманитарных исследований работает и в направлении, очень важный проект, борьба с терроризмом. Вот эти основные направления, виды деятельности, это тоже очень важное направление, над которым работает Академия наук. Есть целый ряд направлений, над которым работает Институт гуманитарных исследований. Это археология Чеченской Республики, ее основные направления. Это экономика Чеченской Республики. Эти направления, над которыми работают очень серьезные силы Института гуманитарных исследований. В связи с тем, что 2023 год был объявлен годом чеченского языка, Институт гуманитарных исследований и Академия наук приняли очень важное участие. И здесь у нас имеются большие достижения. Мы сумели в этом году с помощью главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, выпустить «Нохчин меттан кестелин дошам». Это частотные слова чеченского языка, около 1 миллиона слов. Здесь же чеченский фольклор, 9-й том. Вот сейчас мы публикуем последний 2-й том грамматики чеченского языка. Мы публикуем фитонимы чеченского языка. Эта книга уже вышла. Ее подготовил и написал доктор филологических наук, зампредседателя парламента Чеченской Республики Бекхан Хасбулатов. Вот такие работы. Ну и вместе с этим хотелось бы подчеркнуть, что большую работу
по издательской деятельности, по научно-исследовательской деятельности проводит президент Академии наук Джамбулат Умаров. Мне хотелось бы продемонстрировать несколько книг, которые были подготовлены под его руководством. Они опубликованы, начиная с 2018 года. Вот одна из книг, которая была опубликована в 2018 году. Это книга «Грозный». Она была опубликована к юбилею города Грозного, 200-летию. Здесь в книге были собраны очень важные исторические документы, доселе нам неизвестные. Джамбулат Умаров здесь добросовестно проработал все документы, которые были им найдены в архивохранилищах. Следующая книга – это книга «Милосердие». Здесь собран добротный материал, документальный материал, связанный с региональным общественным фондом Чеченской Республики и его деятельностью. Следующая книга, она буквально недавно вышла, это «Истоки идентичности». Тоже Джамбулат Умаров, президент Академии наук. Очень интересная книга. Здесь собраны документальные материалы по идентичности чеченского народа и его историко-культурное наследие представлено. И очень важная книга, которая опубликована буквально на днях, она вышла в начале 2023 года совместно с ленинградским ученым Соколовым. Эта книга очень важна тем, что здесь собраны интереснейшие документы с архивов Санкт-Петербурга, которые доселе не публиковались, и здесь можно найти ответы на многие вопросы. Вот перед вами целый ряд книг, которые подготовлены Институтом гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики. В институте работают академики Академии наук Чеченской Республики Ахмадов Яус, Гапуров Шахруди, Акаев Вахид, Халидов Айса Идрисович, Туркаев Хасан Вахидович и многие другие, которые, не покладая рук, работают и публикуют, доводят до сведения наших читателей свои исследования, и наши читатели выражают большую благодарность нашим исследователям. Вот такая работа проводится в Академии наук, в Институте гуманитарных исследований. Сотрудники Института природных ресурсов ведут свои исследования в рамках научных направлений Российской Федерации и в соответствии с научными проектами, утвержденными Президиумом Академии наук Чеченской Республики. В области биологии изучены фауна и флора Чеченской Республики, их видовой состав с упором на особо охраняемые природные территории Чеченской Республики, то есть заказники, заповедники, которые нуждаются в обновлении. Исследовано биологическое разнообразие отдельных видов растений и животных, их распространение, экология, биология и хозяйственное значение. Налажен мониторинг за состоянием видов растений и животных, подлежащих охране, то есть краснокнижных, отдельных реликтовых растений, исчезающих и подлежащих охране. Изучена петрофильная флора высокогорных ландшафтов Центрального Кавказа и Северо-Восточного Кавказа в целом. Совместно с научно-исследовательским институтом сельского хозяйства в Чеченской Республике ведутся работы по сбору полевого материала для сохранения плодовых деревьев с перспективой создания питомника для целей садоводства республики. По результатам проведенных исследований сотрудниками отдела биологических исследований изданы в первую очередь это Красная книга Чеченской Республики. Долгое время Чеченская Республика оставалась без своей Красной книги в числе единственных регионов, но объемный материал коллектива авторов. Сюда вошли более 400 видов редких исчезающих растений и животных. Это уникальный труд, составленный по полевым материалам. Также сотрудниками этого отдела, в первую очередь это Тайсумов, Умаров и другие сотрудники, они выпустили в свет конспект весенней флоры Чеченской Республики.
То есть это весомый вклад, это в развитие вот этого направления. Также выпущены монографии «Деревья и кустарники Чеченской Республики» под авторством академика Тайсумова. И также анализ утилитарной флоры Чеченской Республики. В области геологии и геофизики проведены исследования по изучению сейсмоопасности территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Проведен анализ по пространственно-временному аспекту прохождения вот этих землетрясений, включая период с 1950 по 2022 годы. Также этими сотрудниками этого отдела изучена геолого-геоморфологическая структура, геология и нефтегазоносность Терско-Сунжинского нефтеносного района, как основного района, где сосредоточено углеводородное сырье. Составлены карты эпицентров на территории республики, существенно ими дополнен каталог землетрясений изучаемого региона. По результатам проведенных исследований выпущен в свет детальный справочник «Минерально-сырьевые ресурсы Чеченской Республики», куда вошли материалы по топливно-энергетическим ресурсам, то есть горючим полезным ископаемым, и неметаллическим полезным ископаемым. Чеченская Республика богата минерально-сырьевыми ресурсами. По существующим прогнозам этих ресурсов достаточно, они могут послужить основой для развития экономики в будущем и в настоящее время. В области географии и экологии проведены ландшафтно-экологические исследования в полевых условиях с отбором проб почв, растительности. Совместно с научно-педагогическими кадрами вузов и научных учреждений Северного Кавказа, а также Института географии Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова проводятся постоянно исследования в рамках Северокавказской комплексной географической экспедиции, которая создана Чеченского государственного университета в 2014 году. Эти связи нам помогают налаживать контакты и в проведении совместных работ, в проведении конференций, издании монографий, научных трудов и так далее. По результатам проведенных конференций изданы по устойчивому развитию горных территорий. Этот том 1 и том 2. Также дана оценка экологической емкости горных ландшафтов. Горные ландшафты не до конца изучены, обладают колоссальными природными ресурсами. Их освоение может послужить основой развития экономики Чеченской Республики. Особенно на их базе можно будет развивать промышленность, сельскохозяйственное производство и в первую очередь мелкорогатое, крупнорогатое животноводство, а также туристско-рекреационный комплекс. В результате проведенных исследований также изданы 2 сборника, они так и называются, Северокавказской комплексной экспедиции, выпуск 1 и выпуск 2, куда вошли материалы полевых исследований. Также проводится большой объем работы по истории изучения природы Северного Кавказа. Совместно со своими коллегами Института естествознаний и техники имени Вавилова Российской академии наук они издали монографию, которая называется «Очерки истории исследования природы Северного Кавказа». Сюда вошли материалы по проведенным экспедициям, по изучению и особенностям ландшафтов, а также очень много материалов по изучению гидрографической сети на территории Северного Кавказа. Большим разделом в научном направлении у нас является изучение нефтяного комплекса Чеченской Республики. В рамках проведенных исследований защищены 1 кандидатская и 1 докторская диссертации. Большой объем работы выполняется совместно с учеными Юга России по проведению конференции современной проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа и Юга России. Мы проводим эти конференции с 2011 года
в разных городах Северного Кавказа, в Грозном, Владикавказ, Махачкала, Ессентуки и других городах. Вот по результатам проведенных вот этих исследований, работ изданы несколько томов, то есть 13 томов коллективных монографий, которые вы видите вот, значит, в этом ряду. Проведенные исследования сотрудниками Института природных ресурсов могут послужить основой для стратегии развития горных территорий как Северного Кавказа, так и Чеченской Республики в частности. Они могут послужить также основой при выполнении плана социально-экономического развития Чеченской Республики. В Центре проблем материаловедения проводятся фундаментальные и прикладные исследования по физико-математическим и техническим наукам. В области физики разрабатываются теоретические методы прогноза термодинамических параметров поверхностного слоя и изучаются экспериментальные методы исследования. Получены справочные данные по физико-химическим свойствам систем двух и более компонентов. Предложена методика измерения плотности дисперсных систем, в основе которого лежит арифметический метод определения плотности. Основные результаты исследований этой области обобщены в монографиях «Термодинамика поверхностных явлений», которая переведена на английский язык и издана Кембриджским книжным издательством. В последние годы в этой области вышла монография «Поверхностные свойства металлов на основе олова, свинца, индия и висмута», которая издана издательством «Физмат Лит», и эти результаты обобщены в этой монографии. По направлению математика проводятся исследования математических моделей, реализующихся через дифференциальные уравнения высокого порядка. В этой области решаются задачи исследования динамических систем при заданных обобщенных силах при наличии неголономных связей высокого порядка. В этой области результаты обобщены в теории управления, в которой в результаты связываются изучающиеся в двух различных областях – неголономной механики и теории управления. По направлению технической науки разрабатываются составы бетонных композитов на основе песчано-гравийных смесей месторождений Чеченской Республики. Разработаны и оптимизированы составы бетонных композитов с заполнителем на основе вторичного сырья техногенного происхождения. В этой области также имеются авторские свидетельства и патенты на изобретение. Отдел прикладной семиотики Академии наук Чеченской Республики занимается созданием систем искусственного интеллекта для автоматической обработки текстов на чеченском языке. Задачи, которые мы уже реализовали, мы создали электронные словари, то есть оцифровали все словари, которые у нас есть на чеченском языке, они у нас есть в компьютере. Далее на основе этих словарей было создано онлайн-приложение, онлайн-словарь Дикдошам, которая очень популярна в сети интернет. Также мы создали в процессе работы над этими словарями, также появилась необходимость перевода современных компьютерных терминов на чеченский язык, и мы создали русско-чеченский словарь компьютерных терминов. Также была реализована автоматическая проверка правописания на чеченском языке, создана программа для этого. У нас 14, последнее, вот буквально недавно, получено свидетельство о регистрации программ для ЭВМ в Роспатенте. И также мы публикуем научные статьи в ведущих журналах, российских и зарубежных журналах. Несколько лет назад была создана система синтеза чеченской речи. Мы выиграли грант от Фонда содействия инновациям, и благодаря этому была возможность реализовать этот проект. Была создана система синтеза чеченской речи. В процессе анализа синтезируемой чеченской речи была выявлена проблема, что система читает на чеченском языке достаточно хорошо, но слова омографа не всегда правильно читала. Поэтому мы занялись проблемой распознавания слов омографов. Это очень актуальная проблема в мировой науке, проблема снятия неоднозначности. Тоже это относится к системам искусственного интеллекта, так же, как и речевые технологии.
это область снятия неоднозначности, поэтому мы сейчас занимаемся распознаванием омографов в данный момент. Также мы подали заявку на совместный грант РНФ и правительства Чеченской Республики и надеемся его выиграть, чтобы работать дальше над развитием чеченского языка.